В первом квартале этого года в Абхазии произошло меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Начальник штаба Министерства внутренних дел Денис Таня привел сравнительный анализ криминогенной обстановки в стране. Всего за отчетный период зарегистрировано 130 преступлений против 135. При этом Таня добавил, что 2 из них убийства. Столько же их было в прошлом году. Количество тяжких преступлений 46 против 44 в аналогичное время прошлого года. Необходимо отметить и увеличение количества раскрываемости 78,3 против 75. В сфере преступлений против собственности наблюдается увеличение их общего количества на 6 фактов, 25 против 19. При этом увеличилось количество раскрываемости на 10 или 18 против 8 за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить положительную динамику в первом квартале по недопущению таких преступлений, как грабеж и мошенничество. Разбойных нападений в отчетном периоде на 1 факт меньше или 2 против 3 за аналогичный период прошлого года. 22 дорожно-транспортных происшествий произошло за 3 месяца текущего года. В результате погибло 7 человек, пострадали 37 граждан. Всего за отчетный период в республике выявлено более 17 тысяч нарушений правил дорожного движения. За 3 месяца 2025 года лишены права управлять автотранспортным средством на 6 месяцев 359 водителей. По линии фото-видеофиксации у нас вручено на 3388 постановлений больше, или 5222 против 1834 за аналогичный период прошлого года. Данные показатели свидетельствуют о большом количестве нарушений скоростного режима, выявляемыми комплексом камер фото-видеофиксации. Более детальный анализ будет проведен к следующему отчетному периоду для определения эффективности данного комплекса. Однако уже сегодня можно наблюдать их воздействие на водителей, которые снижают скорость в зонах действия данных камер. За первый квартал 2025 года наблюдается увеличение количества зарегистрированных автотранспортных средств на 68 единиц или 4005 против 3937. Однако первичная регистрация снизилась и составила 954 против 1422 за аналогичный период, что на 468 меньше. В сфере общественной безопасности совершено 75 правонарушений, из них раскрыто 72. Преобладают преступления, связанные с оборотом наркотических веществ. Таких в первом квартале 2025 года совершено 40. В Министерстве внутренних дел в тестовом режиме запущен газовый хроматограф. Новое оборудование позволит выявлять широкий спектр наркотических веществ, что значительно расширит возможности в борьбе с распространением наркотиков. Мы запустили газовый хроматограф, над которым работали очень долгое время, так скажем, и у нас не было возможности по выявлению, так скажем, некоторых видов наркотических препаратов, которые стали сегодня популярными в нашем обществе. То есть у нас сегодня есть такая возможность их определять. И, соответственно, как говорится, это, я считаю, большой шаг. Сейчас мы дорабатываем, да, Беслан Русланович, эту историю для того, чтобы более комплексно подходить, в том числе и по освидетельствованию наших граждан. В ближайшее время у нас этот процесс начнется, и мы все прекрасно знаем, что в это вовлечены многие наши граждане, именно в употребление наркотических препаратов, которые у нас обычными тестами не выявляются. Количество краж увеличилось. Если за аналогичный период прошлого года их было совершено 15, то в этом году 21. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут поручил усилить работу в этом направлении в летний сезон. Есть небольшое увеличение по кражам. Соответствующая команда дана. Подготовка к летнему курортному сезону у нас же она ведется. И, соответственно, я думаю, что эту статистику нужно менять. Нужно обязательно активную работу провести согласно той статистике, тем преступлениям, которые у нас выходят, так скажем, за рамки сравнения с прошлым годом. Нужно будет над этими вопросами очень тщательно поработать. Министерство внутренних дел продолжает активную работу в борьбе с майнингом криптовалют. И это, как подчеркнул Роберт Киут, основная задача, которая находится на контроле у руководства страны. С 14 апреля начата выдача водительских прав российского образца. За 2 дня принято 330 заявлений. Количество кабинетов приема увеличено с 3 до 5. Предусмотрено отдельное окно для жителей районов. С отчетами о ситуации на местах выступили все руководители районных подразделений. Кундашова, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.